Идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он был прогнозируемым, отметил министр здравоохранения, отвечая на вопросы депутатов. Как сообщил Эдуард Будба, на сегодняшний день в стационарах республики 288 пациентов. Такая ситуация ведет к пиковым нагрузкам. Медики работают в тяжелых условиях. Здесь присутствуют врачи, вы все прекрасно знаете, какая, не только врачи, какая у нас ситуация в госпиталях, какие тяжеленные условия, в каких тяжеленных условиях работают наши врачи, коллеги, медсестры, санитарки. Очень сложная ситуация. Депутат Валерий Агрба считает, что принятые в прошлом году меры на тот период помогли держать ситуацию под контролем. Сейчас вирус мутировал, и новые штаммы плохо поддаются лечению. Также заболеванию подвержены дети. Депутаты считают, что нужно возобновить деятельность координационного штаба. Нужно возобновить работу координационного штаба. И какие-то, даже если радикальные меры будут приняты, надо понимать, что это все-таки во благо нашего народа. Может, туристы приехали инфицированы, заразили наших граждан, заплатили деньги, уехали, а потом мы остаемся один на один с этой проблемой, и тем более с распространением. Почему не мешая, например, тому курортному сезону, можно какие-то элементарные правила ввести. Да, я просто перечислю, например, контроль за масочным режимом никак не влияет на курортный сезон. Или там, предположим, требования о въезде в страну туриста, хотя бы ПЦР-тест 72-часового, но ни одной стране мира сегодня нет, чтобы можно было заехать в какую-либо страну и как минимум не иметь ПЦР-тест. Министр здравоохранения считает, что улучшение эпидобстановки напрямую зависит от ограничений. Он предлагает меры, которые смогли бы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Когда мы находимся в красной зоне, наши врачи в авральном режиме работают, а потом мы выходим на улицу и как будто в параллельную реальность попадаем, когда просто скученное население ходит, общается, масок не носят и так далее и тому подобное, посещают массовые мероприятия, свадьбы, торжества и, к сожалению, и поминки. Вот с этим надо, пожалуйста, нам помочь. И я к вам тоже хотел с этим вопросом обратиться, чтобы наше население услышало, все медицинское сообщество, и приняли меры, которые способствуют остановке этого вируса, вернее, распространению этого коварного вируса COVID-19. На заседании шла речь о возможном возобновлении работы Российского военного госпиталя. Вакцинация, работа лабораторий и другие важные аспекты борьбы с COVID-19 были затронуты парламентариями. Работа аппарата КТ, принцип назначения и введения дорогостоящих препаратов и другие вопросы были подняты на заседании. Мне кажется, что мы не все выполняем ту работу, которую должны выполнять. То есть предотвратить прежде всего само заболевание, распространение этого заболевания. Врачи уже лечат постфактум саму болезнь. А что сделано для того, чтобы эта болезнь не распространялась? И что было сделано до этого? Да, когда эта болезнь появилась, мы прекрасно понимаем, что было у людей тоже больше страха. Страх немножко притупился, и мы расслабились с вами все вместе. Эдуард Будба сообщил, что вакцинация в республике первым компонентом «Спутник Ви» на данном этапе завершена. Кампания прошла спокойно, без форс-мажорных ситуаций, сказал он. По словам Будба, ведутся переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины. Она ожидается в конце месяца. Только более жесткие ограничительные меры смогут изменить ситуацию в лучшую сторону, решили на заседании. Депутаты поблагодарили медиков за их труд, а врачей, работающих в красной зоне, было предложено отправить на отдых. Сима Аргун, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.